последние 3 года по нашей борьбе с экономическими преступлениями, коррупционными проявлениями и борьбе с ОПГ поступило в нашу казну нашей страны наличными денег где-то около 40 миллиардов сомов, а всего имуществами, землями, всеми другими мы вернули государству приблизительно. Сейчас мы будем еще уточняться и будем выводить, потому что ежедневно этот вопрос обновляется. Приблизительно около 100 миллиардов сомов. Это где-то больше миллиарда долларов. Так? Почему я говорю, а вы говорите, что там говорил Болот Темиров, наш бывший гражданин и бывший наш журналист, что якобы таких денег нету. Нет, он не знает. Он не знает всего этого. Такие журналисты, как он, подобные журналисты, находят лишь бы такие негативные вопросы, негативные какие-то там явления и со всеми правдами, неправдами вкладывает в общество, убеждая наше общество тем, что те цифры, которые мы выдаем, это неправда. Нет, это не так. Это он не знает никакой информации. Я скажу вам, последний день, вчерашний день, сколько мы вернули государству богатство. Вот, например, вчера мы вернули в центре нашего Бишкека по улице Фрунзе двухэтажное здание историко-культурное, да? Исторически-культурное как бы значение такого здания стоимостью около 200 миллионов сомов. Вчера мы вернули еще стадион в Араванском районе. Половину стадиона забрал бывший, оказывается, депутат, 4-жды избранный. Стоимостью где-то около 350 миллионов сомов. Вчера мы вернули еще одно здание государству, профсоюзу. Это гостиница «Доступ», у которого никто не имеет по закону права завладеть этим имуществом. Но тем не менее, какими-то хитростями забрали 36% частные люди. Мы вчера как раз вот это 36% вернули государству. Это тоже стоимость где-то более 300 миллионов. То есть, если так посчитать, за день, может быть, за 2 дня мы вернули около миллиарда сомов. А наш неуважаемый Болот Тимуров говорит о каких-то там 500 тысяч сомов. Понимаете? Поэтому я бы хотел, что журналисты, особенно наши журналисты, уважаемые журналисты, чтобы выдавали обществу достоверные информации, достоверные цифры, чтобы люди могли довериться вам. Почему в последнее время люди не доверяют журналистам? Да потому что, чтобы они, гоняясь за горячими какими-то новостями, выдают неправильную информацию. А потом эта информация через... люди, конечно, читают сейчас очень много интернетов, получают информацию, но сейчас они получают час, 2, 3, это возбуждает эта информация. А через день-два эта информация становится ложью. Поэтому я прошу, уважаемые журналисты, хотели сегодня тоже своими глазами увидели, как мы строим по поручению нашего уважаемого президента стадион. Многие журналисты говорили о том, что там стадион не строится. Во главе руководства страны врет, неправильно говорит. И что это не получится. Нет, я вам еще раз говорю, нет, мы никогда не врали. И руководство страны каждое свое слово говорит выверенно. Каждое свое слово говорит уверенно в том, что это исполнится. Вот это, к этому есть пример, наш строящийся стадион. Даст Бог, за 2 года мы этот стадион завершим и сдадим. Здесь будете в футбол играть. Наши уважаемые люди будут здесь собираться. Анча кылышайсыз. Ушул 100 миллиард боюнча соңку маегиңизде жакын арада ушу коррупция боюнча акча алынгандардын тизмеси жарыялана тургандыгын айттыңыз. Качан жарыяланат? Анан аякта кимдер болушу мүмкүн эми? Жарыялайбыз муну. Себеби дегенде
бұл ақчалардың қайдан түшкөнін, кімнен түшкөнін, қайсы малда түшкөнін, жана қайсыл жаққа иштетилгенин біз коомчулукка ачык беришибиз керек. Муну біз беребиз. Азыр айткандай бул күндө мындай жаңыланып туруп атат да, күндө жаңадан кошулуп атат. Мисалы бир эле мисалды айтайын. Мына кече бүгүн кайсы күн? Бүгүн жума күнү. Мына кече 3-чү күнү мурдагы күн экен. Мурдагы күнү Матраимовдун бир офисин саттык біз 16 миллион долларга. 16 миллион долларга саттык, азыр ошо 16 миллион доллар можете сегодня посмотреть на счету, специальном счету находится у Госкомимущества. Так? Это 1 400 чем-то миллионов. То есть мы ежедневно это все как бы обновляем, ежедневно. Сейчас мы у Раима Матраимова забрали, не то что забрали, он добровольно передал, пока добровольно передал около на 60 миллионов долларов своего имущества. Но я думаю, по моим как бы расчетам, по нашим расчетам, которые мы сейчас работаем, с ними уже долго мы работаем, где-то с него мы должны забрать его имущество, перечень, который у нас имеется, через судебные органы, через добровольные передачи, где-то приблизительно около 200 миллионов долларов мы должны у него забрать. И этот процесс продолжается, этот процесс будет идти. Так? В конце концов, те имущество, которое он перепродал нескольким людям, якобы перепродал или там переоформил, тоже будем забирать. Это все будет завершаться через судебные органы. Вот, например, по Матраиму какой-то информации. По имуществу Кульбаева также работа ведется. По нему также добровольная передача информации, то есть передача имущества, тоже имеется большие суммы. Вот сейчас мы сегодня уже, как раз сегодня пятница, передаем дело по расследованию имущества и дело по мафии Кульбаева в суд, судебный орган. Я думаю, через месяц-другой эти имущества тоже перейдет государству. То есть таким образом мы сейчас собираем все эти данные, все эти информации. Обязательно вас, общественность, будем проинформировать. Можно вопрос? Вы же только что сказали про 100 миллиардов, а до этого Минфин информировал о том, что бюджет борьбы с коррупцией поступило 20 миллиардов. Почему такая разница в сумме? Нет, разницы нет здесь. Минфин говорит только о тех средствах, которые поступают через налоговые или через таможенные органы. Я вам еще раз говорю. У нас есть другие тоже органы, через каких органов мы передаем. Например, через Стаффонд передаем, через фонд президента. И, например, тот же ГИКу также. Вот, например, Джалабадскому ГИКу, Джалабад, который сейчас строится. Сейчас очень много домов в Джалабаде строится, где-то около на 3,5 тысячи квартир строится в Джалабаде. Туда передаем около 100 миллионов долларов. Так? Это около 10 миллиардов сомов. То есть таким образом ежедневно эта информация обновляется. То есть все то, что мы изымаем у коррупционеров, у тех, которые людей последние 30 лет забирали у государства и народа, будем возвращать. Эта работа проводится, я очень надеюсь, эту работу мы доведем до конца. Отныне ни один чиновник, ни один какой-нибудь бандит или какой-нибудь криминальный авторитет у государства, у народа ни одной сотик земли не будет брать. Пусть попробует этого делать. А по борьбе ОПГ сами видите свидетелями, уважаемые журналисты, что в нашей стране я говорил о том, что ОПГ не будет. И точно так же не будет ОПГ. Уже нету их. Если кто-нибудь где-нибудь каких-нибудь ОПГшников видели или там организационных их действий видели, пожалуйста, сообщите нам. ОПГшников нету. А с коррупционерами мы будем разбираться. Сейчас разбираемся и до сих пор будем разбираться. И до конца года я очень надеюсь, что многих коррупционеров уже или окажется за решеткой, или добровольной передачей своих имущества государства будет. А как сегодня продвигается дело по братьям Матраимовым? Я же говорил, по Матраимову сейчас мы расследование ведем. Так, по Матраимову ведем расследование. Его трое братьев находятся
Вообще, один на одного возбуждено уголовное дело по статье злоупотребления должностным положением, двоим другим возбуждено дело по статье легализация имущества. Так? И они находятся вообще, это расследование продолжается. А по самому Раиму Матраимову, он находится у нас, в СИЗО ГКМБ в городе Бишкек. Тоже по нему ведется конкретная работа сейчас, расследование. Я думаю, в скором времени мы передадим. Их как бы дела несложные дела. Они что делали? Они крали у государства. Мы это давным-давно собирали справки. Теперь суд передадим, и через суд мы будем изымать их имущество. А бул иште Искендер Матраимовдун дагы фигурант катары өтөдө же ал киши Жоқ, иштешеси жокпу? Искендер Матраимов боюнча ешқандай бізде он не является нашим фигурантом уголовного дела, но по ним тоже есть информация, будем работать. Камчы Кыдыршаев жана Матраим 3-1 тууганы Ошто деп өдүңүз, алардын беренесин гана айттыңыз да, мүмкүн болсо конкреттүү түрдө кандай иштерди кылган үчүн, бир конкреттүү бир жерди сатып берген үчүнбү же кандай кызматтан пайдаланган мүмкүн бу? Мындайда мен силерге мунун баарын айтып берсем турсам көп убакыт кетет биринчиден. Экинчиден жөн как бы просто так человека посадить или там завести уголовное дело, это невозможно. Кому-то кажется, что у кого-то есть власть, кто-то возбуждает уголовное дело и кого-то там может посадить. Нет, это не так. Это не так. За каждым человеком, за каждым возбужденным уголовным делом есть большая ответственность. Поэтому этих людей мы посадили, за них мы ответственны, и они нарушили наши законы. Анан Раим Матраимовдун өлкө жетекчилерине кол салууга тиешеси бар деген релиз келген, маалымат бергенсиздер УКМК. Анан кармалгандан кийин өзү ушул ишти моюндап жатабы? Муну билесиздер да, ушул иштин негизинде биз Раим Матраимовду алып келдик. Это методы нашей спецслужбы. Так. Ушул иштин негизинде алып келдик. А те бандиты, которые там прибыли в нашу страну для совершения преступления, из другой страны там 5 человек, они сейчас находятся у нас, проводятся расследование. Я очень надеюсь, что они тоже положат свой слог. Матраим моюндады Немазыр мен да жөнөткөнмүн, анан ушундай кылдым деп моюндай элек, конечно. Но это расследование покажет.